бьюти-процедура избавления от стресса, бессонницы. Физикава Эмика, ей 47 лет, и она выглядит моложе меня. Мисс Якутия, Да. и также титулованная красавица. Откуда вы узнали эту информацию? Вот я мисс Якутия. Вы хотите вот это стереть? Вы танцевали и выходили на всех музыкальных премиях. Да, каждый день я вставала, смотрела, сколько голосов у меня. Она просто на меня посмотрела, и мне этого хватило. Отец остался один. Сейчас эмоциональный какой-то момент вспомнила, и просто недавно вот ушла. Все. Ой. Получается, ты очень рано повзрослела. Может быть, из-за того, что мамы нет рядом, да? Два разных человека. Сфера услуг — это для меня вообще незнакомая такая сфера. И приходят даже с разных улусов, отдаленных улусов, приезжают специально ко мне. Фаина, ты первый сертифицированный специалист, мастер на сэдже кароке. Это японская техника, очень известная самой Японии. Я сама была в Токио, в Японии, и посетила пару салонов красоты, да, сама на себе испробовала, но вот про караоке слышала, но не пробовала. Впервые я попробовала у тебя здесь, в Якутске, и действительно это просто что-то нереальное. И я пригласила тебя сюда в студию, чтобы ты уже простым, понятным языком объяснила, да, потому как сложно объяснить, это сейчас люди, наверное, не поймут, что это такое нереальное, я буду таки эмоционировать, да, лучше рассказать про технику, что это такое, как это работает и что кроется. Вообще японский массаж кароги на сунджо переводится как детокс мозга, детоксикация мозга. Можно простыми словами вообще говорить, чистка мозга. Да? Сейчас у нас очень прогрессирующий мир, новые технологии, новые идеи, новые открытия. И человек не успевает за новшеством и погружается в депрессию. Даже такое. Да, в депрессию. От обилия информации, да, Да. потока нескончаемой информации, даже ненужной, наверное. Да, так и есть. И человек, он как губка все впитывает. Все наши, вот даже экологию взять, да, нашу экологию, питание и образ жизни человека, это тоже способствует на ухудшение именно жизнедеятельности человека. А вот массаж кароги, он направлен на 70% массаж состоит из массажа головы. Апоневроз, да, сухожильный шлем, он обволакивает полностью наш голову, череп, и в течение нашей жизни он становится, как сказать, твердым, да, и давит на череп. И за счет таких вот давлений именно сухожильного шлема влияет на сосудистую систему, да, на ноги, на вообще на все орган как бы человека. Первичная такая поверхностная информация — это такая мощная бьюти-процедура, которая оказывает лифтинг-эффект, омоложение, даже рекламные кампании. Хотите омолодиться буквально за 1-2 сеанса, попробуйте кароги. Да, вообще изначальная цель техники — это оздоровление. Да? И за счет интенсивной проработки мышц, глубоких мышц, именно костной ткани, идет именно омоложение. Да? Подтягивается лицо, овал лица, упругость кожи. И человек, конечно, сразу после первого сеанса видит именно улучшение. Да? И эффект длится надолго. Если, например, простой массаж делать, да, то он длится, эффект лифтинга, где-то 2-3 дня. А вот кароги, после кароги где-то месяц держится вот этот эффект. И за счет, ну как бы сейчас больше востребовано как бьюти
красота, да, а вот Ну, это, наверное, здоровье- от целевой Да. аудитории, от запроса, наверное, Запрос. зависит, да, что больше в России все хотят быстро стать без инъекций, без никаких операций, стать красавицами, да, потому как наслышание о японской молодости и красоте, да, и поэтому, наверное, они идут. А первичное, получается, это оздоровление. Да, оздоровление. Человек приходит, например, получить здоровье, плюс прибавляет к себе как бонусом красоту, бьюти. А кто-то приходит на бьюти и оздоравливается. Это как бы идет бонусом. Ну вот я пошла чисто действительно омолодиться, потому как до сего возраста я не колола, никаких манипуляций не делала. Я очень люблю массажи, да, и вот в первый раз, когда пошла, и ну, в курсе, да, в курсе, потому что я сразу написала на следующий день. Это было, ну, такое прям чувство, когда ты спишь, да, как будто белый лист. У всех по-разному, да, проявляется этот массаж, потому как кто-то наоборот начинает крепко спать, кто-то сразу после сеанса такой прям бодрый, веселый, хочется начинать работать, креативить. Мои коллеги тоже рассказывали, которые ходили к вам. Вообще, с какими запросами приходят к вам? Запросы бывают разные. Кто-то, например, скажу вот так вот, основательница Фудзикава Эмика, да, она прошла лабораторию вот именно по этой технике и исследование, получается. И во время массажа вот человек, да, клиент лежит, и когда массирует мастер, что происходит с мозгом человека. Это все контролировалось, и действительно техника именно работает на вегетососудистую систему, да, это нервная система, и человек реально успокаивается. Да, и доказано, что японцами доказано, что техника действительно оздоравливает человека, особенно вот вегетососудистую систему, да, нервную систему человека. И вот после массажа человек реально обнуляется, да, чувство легкости, чувство радости. Вот когда человек постоянно будет ходить на массаж, он вырабатывает такой гормон, как дофин, эндорфин, это гормон счастья. Да, и человек, когда после сеанса просыпается именно, да. Но очень многие говорят, что а был ли массаж? Почему именно Каруги? Думала, что мне делать. Она как раз-таки по уходу сидела за ребенком и хотела вот найти себя. 15 лет проработала в одной и той же, как бы винтик в большом механизме, да, и 15 лет, конечно, для меня это очень большой такой вот срок, период. Я хотела что-то новое. И когда работала вот в системе, я еще подрабатывала. Парикмахером была, да, визажистом была, и ногти, и ресницы, все это было. Через все прошла? Да, через все прошла, и как бы мне это очень нравится, и я хотела именно вот уйти в это сферу, вот направление, да. И по уходу сижу, нет денег. И в один момент, когда настал праздник 8 марта, вижу в интернете реклама. Японка Фудзикава Эмика прилетает один раз, только такое, да, вот, мероприятие, обучает. И я прямо загорелась сразу же, хотела вот, хочу к ней, и все. Я сразу позвонила своему мужу, говорю, вот на 8 марта подари мне, пожалуйста, вот, выезд в Москву. Умный ход. Да, и обучиться этой технике. Первый мой клиент — это моя подписчица. И она прошла целый курс. Я была очень удивлена. Я там уже поняла, что это действительно сейчас востребовано, и она пойдет вверх. И стала искать уже другие помещения, арендовать и прям работать. И что интересного рассказала тебе твой учитель, да, преподаватель по технике Каруги? Фудзикава Эмика, ей
7 лет, и она выглядит моложе меня. Вот действительно, это было очень впечатлило, очень молодо выглядит, и она настолько грамотно все преподносит ученикам, да. Я с ней очень хорошо общаюсь до сих пор. Сейчас эта техника даже вошла, вот, исследование было, да, что это действительно помогает, техника выздоровлению человека. И в Японии это уже не как оздоровительный массаж, а как лечебный массаж, и внедрили именно в больнице Японии. Интересно было узнать то, что да, ты была всегда как бы в бьюти-сфере, но также ты была и в медийной сфере. Вот для меня это было открытием, да, что, оказывается, ты была не только участницей республиканского конкурса, самого значимого для Якутии, мисс Якутия, Да. и также титулованная красавица мисс Спорт, да, насколько мне известно. Да. Расскажи про эту историю, как ты там оказалась и какой улус представляла. Анна, откуда вы узнали эту информацию? Да, потому что в сети это нигде нет. Да. Когда-то я тебя отметила в соцсетях, и мне сказали: а вы знаете, она же участница Мисс Якутии. Я никогда не посвящаю вот это вот, да, нигде не А говорю. почему не рассказываете? Не знаю, ну... Вы хотите вот это стереть? Нет, это событие? не стереть, а как бы это было у меня как бы пройденный этап, и я хочу как бы все новое, 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 и ну, так получилось, что я никак не афишировала это, то, что вот я мисс Якутия. Ага. Как это было? Когда я училась в школе еще, мне было 15-16 лет, вообще я с детства танцую за плечами. Балетная школа. Еще одно открытие. Ага, и занималась вот классикой, хореографией. Где-то, наверное, с 3 класса, получается, я поступила в школу и активно себя проявляла. Да, я хотела быть лидером, я хотела быть солисткой, и так и произошло. Ага. Потом, когда я закончила вот балетную школу, дальше что-то я хотела вот новое, и поступила в ансамбль «Уран-Хай». На тот момент очень был популярный, потому что... Молодежный ансамбль. Да, молодежный ансамбль. Даже не ансамбль, а как группа. Бывает же в Москве «Тодос» группа. Да. Группа «Уран-Хай». И мне очень нравилось то, что это современная хореография. И там я тоже как бы... Подожди, это, получается, вы танцевали и выходили на всех музыкальных премиях, подтанцовка? Да. Да ладно? Да? После «Мисс Якутии», да, мы выступали, вот это Генхамус, вот такие вот масштабные вот конкурсы, масштабные концерты, мы всегда вот выступали, мы были очень востребованы, вот, наша группа. Тоже в лидерских позициях, да, и в какой-то момент, это, по-моему, 16 лет, встретила Дмитрия Васильева. Он как бы, да, он красил как бы своих именитых артистов и нас по ходу дела быстренько, и говорит: Цаина, давай участвуем в «Мисс Якутии». И я такая: как? Нет, я мисс Якутия? Нет. И через 2 года, 18 лет. Получается, Дмитрий зажег новую звездочку. Да. Здорово. И очень благодарна Диме, что он очень мне помог в тот период. И в этот год, в 2003 году, был первый вот именно республиканский конкурс в сети интернет. Да, там голосование было. Весь народ голосовал. Было очень волнительно, потому что каждый день я вставала, смотрела, сколько голосов у меня.
Если честно, Переживала? да, если честно, я не помню, сколько было девочек, но очень было нас много, где-то 40-50, наверное, да. Это уже на самом конкурсе или отборочный? Отборочный тур, да. И выбирали и 20 девочек из них. Вот я попала, очень тоже была рада. Я поняла то, что я, кажется, могу. Ага, и участвовали. Очень было дружно с девочкой, коллектив прям такой. Девочки были очень дружные. И до сих пор я дружу с девочками. Очень близко. Что тебе дал конкурс «Мисс Якутия», кроме того, что ты обрела там свою лучшую подругу, с которой до сих пор дружишь? Мисс Якутия дала уверенность в себе. Ну, как бы я до этого была уверена, потому что всегда в лидерских позициях была, да, в танцах. Но лишний раз доказала. Да, себе, лишний раз доказала, и мне очень помогло в дальнейшем именно вырасти как в плане личности. Вспомни свой первый день. Если честно, я не помню, но мне рассказали, как это все происходило. Вот моя подруга рассказала, говорит, я зашла, прям такая яркая. Мне еще 2 косички, говорят, еще какой-то красный сарафан, я это точно помню. И говорю: всем привет, меня зовут Саина Амосова, а вас как зовут? И вот так вот именно ко всем подходила, знакомилась, и все были очень удивлены, да, что за девушка пришла, прям такая солнечная, лучезарная. Ага. Ну, почему именно я так очень открыта была, да, потому что все театры, Саха-театр, опера балета, вот с детства, как бы, получается, с 3 класса я была там всегда, да, и все закулки, все знают, да, каждый сантиметр оперы балета, и это как мой дом, да. Знакомые площадки. Да, знакомые именно площадки, мне было очень комфортно, как дома, все знакомые люди, и как-то вот, может быть, из-за этого я так и зашла. К себе домой, да. Это мой дом, это вы мои гости. Да, да, да. Были в твоей жизни провалы, факапы? Ты же говоришь, что постоянно была на лидерских позициях, постоянно выигрывала, да, вот именно, ну, как сейчас модно говорить, Вселенная тебе преподносила какие-то подарки, сюрпризы. Да, был такой момент, до сих пор помню, когда вот балетом занималась, хореографией, мы постоянно ездили на фестивали в разные города. И в Новосибирске мы шли на гран-при. Я танец знала на зубок, я даже могла с закрытыми глазами все это станцевать. Я как бы солистка, да, впереди меня никого нет. Я вот стою, начинается фонограмма, музыка, и я все забываю напрочь. Каждое движение, что, зачем идет, я уже все забыла. Просто так, выборочно. Со стороны не знаю, как это выглядело, потому что там синхронность, ну, в балете это синхронность, да, это именно работа с командой, да, с девочками. А тут я как-то совсем отличаюсь, да. Потом был у меня такой вот шок, мне прям мандраж был. Мне сердце чуть не выскочило в этот момент, когда поворачиваюсь с девочками, я говорю: девочки, подскажите следующее движение. И они говорят: Саина, что случилось? Это было вообще, да, это был ужасный момент. Провальный момент. Да. И вижу, за кулисами стоит наш руководитель, и просто взглядом меня убила. Да, точно. И когда зашла, когда уже сделали поклон, ушли со сцены, и преподаватель, она меня не стала ругать, как-то высказывать свое недовольство. Она просто на меня посмотрела, и мне этого хватило. Одного молчания. Да.
громкого молчания. Да, и, наверное, вот сейчас я думала, наверное, Вселенная, наверное, сказала, вот, все. Историю я знаю, что мама очень рано заболела, да, и практически постоянно по больницам, да, и весь этот этап твоего взросления, да, это бесконечное хождение по больницам, да. Как все это было? И расскажи, ну, наверное, сложно, да, личную историю. И каждый раз рассказывать про свою жизнь, как происходило это все. Я росла в очень простой якутской семье. У нас в семье всегда якутский язык. Заходишь домой, обязательно на якутском. Выходишь из дома, можешь и на русском, и на якутском. Вот когда заходишь домой, обязательно на якутском. Все у нас традиции были. Да? Родители переехали в город в 1971 году, вот, когда они поженились. Они вдвоем, к сожалению, очень рано, с детства стали сиротами. Да? Папа, он в интернате рос, да, рос, а мама как бы у родственников. Но это все равно не среда комфортная для да. детей. Это не та среда, которая вот хочется каждому ребенку, да, и вот теплоты и ласки родительской, да, не хватало все равно. И когда с возрастом, когда они друг друга нашли, у них был вот такой вот, что идиллия семьи, любовь, доброта, вот, именно оберегали нас. Максимально создавали эти условия. И у нас очень было детство счастливое. Нас трое сестер, я самая младшая, самая избалованная. После рождения, где-то через 2-3 года, мама очень сильно заболела. У нее был полиартрит, это костное заболевание. Да? И в то время, конечно, медицина не такая прям была широкого спектра. И запустила и стала вот, сначала стала на учет, потом уже последующая инвалидность первой группы. Да, я помню свое детство всегда вот по поликлиникам. Но мне это было очень даже интересно, потому что это было новое. Ребенок же не понимает этого всего, да. Сегодня идем к маме, я прямо так радовалась. И ну, как бы среднестатистическая семья, да, а там к маме приходили, там были конфеты, там были мандарины, там были коржики. Я это все это помню, прямо заходила к маме очень радостная. Всегда вот мама оставляла вот именно сладость. Тот период очень мне запомнился, потому что отец остался один, ну как бы, грубо говоря, да, с 3 детьми. И ну вообще у тебя очень сильный отец, да? Да. Очень сильный отец. Он работал в Якутском государственном университете, да, всю жизнь проработал и очень стал мощной, сильной защитой и опорой всем своим дочерям. Да? Практически он готовил тебя на танцевальные вот эти кружки с сестрами вместе, да? Он водил и всегда был рядом. Да, отец всегда был рядом. Мама, конечно, участвовала, она всегда штопала мои балетные тапочки, потому что классика, да, фондю делаешь, и там тапочки разлетались. Да. И вот это вот штопала, всю ночь вот это вот штопала, какие-то концертные костюмы, все это с сестрами, с мамой, все это обговаривалось. И я как очень избалованный ребенок, все на готовеньком, я здесь, мне надо это, вот так вот, да. И папа всячески меня баловал, да, и он был ведущим инженер-электроником в ЯГУ, и они были первыми, которые протянули интернет, да. Превосходно. И он как бы заслуженный работник.
Значит, появлению высоких технологий в республике практически обязаны Да. твоему папе. Здорово. Ага, и очень он сильный человек, и, конечно, рано он ушел из жизни. Вот, и мама всегда с нами рядом. Просто сейчас эмоциональный какой-то момент вспомнила, и просто недавно вот ушла. Все, все. Ой. Все. Ну вот, действительно, сильный мужчина в вашей семье, да, сильный мужчина, который не испугался, не убежал, был рядом с дочерьми и поставил всех на ноги, да? Да. Всех троих дочерей. Да. Его не стало в 2006 В году. 2006 году мамы нет, тоже не стало. А, Да, вот, буквально вот несколько лет, 2 года, наверное, уже. И очень до сих пор, конечно, скучаем. Вот какой самый главный урок, да, или совет, или наставление они тебе дали, который ты несешь в сердце с собой сейчас и, возможно, очень часто вспоминаешь и говоришь, да, они правильно говорили. Мгм. Как я говорила, то, что они сироты вдвоем, да, и вот именно идеальная семья, чтобы было все максимально спокойно. Вот когда уже с возрастом, когда мама сказала, вы когда-нибудь слышали, что мы ругались когда-нибудь, да, с папой, выясняли какие-то отношения. И мы так подумали с сестрами, действительно нет. Они, оказывается, уходили в комнату и там тихо разговаривали, все обсуждали. Очень мудро. Да. И, конечно, хочется вот это вот все принять. Сейчас мы очень эмоциональные, да, не как родители, но хочется все равно вот уберечь ребенка от каких-то вот негативных. Лишних шумов, Да. эмоционально. И родители мои, они не давили на меня. Всегда поддерживали. Да, всегда твои начинания. поддерживали. Когда ты мне рассказывала про то, что ты вот сама поступила в среднее учебное заведение, да, потом дальше пошла, и я очень удивилась, потому что вот у меня установка другая была, да, вот вуз и все, да, а ты и на танцы ходила, и сама себе ставила какие-то цели и шла. Да. Значит, получается, ты очень рано повзрослела. Да, очень рано, если вот так вот подумать. Да? Ну, может быть, из-за того, что мамы нет рядом, да, постоянно. Всегда сами, самостоятельность. И если мама дома, мы всегда оберегали ее. Да, и Ну вот то, что с танцев ты очень поздно приходила, да? Вот где вы жили? мы поселок Геологов жили. Очень далеко на отшибе, можно сказать, да. И муниципальные автобусы только ездят, да, по графику. И тут маленький ребенок сам добирается с центра до поселка Геологов. Ну, это для меня было не то, что испытание, это так и должно быть. Это все так ходят, все так ездят, да. И, наверное, вот именно то, что родители меня оберегали, нас, да, я всегда думала то, что люди все как я. Все такие добрые, все такие отзывчивые, понимающие. Но когда с возрастом я поняла то, что люди все разные, да, и для меня это было немножко вот Шокирующе. да, то, что как это так не понимают, или там, это же совсем просто. Вот так вот, да. Но ты остаешься таким человеком, очень таким отзывчивым и добрым, и стараешься вот именно действительно сеять добро. И даже вот, грубо говоря, прикосновение твоих рук — это вот полное спокойствие. Как ты сама себя балансируешь, входишь в вот это гармоничное состояние? Два разных человека. Действительно, даже очень близкие мне люди тоже это замечают, и ты очень стала спокойной. Может быть, к этому все и шло. Я любила делать вот все руками. Да? Даже вот массаж у нас дома всегда вот, ну, 3 девочки, конечно, надо вот
И папу помассировать, и маму помассировать. И вот из 3 девочек всегда меня выбрала мама. Вот, Саина, давай ты меня помассируй, всегда у тебя теплые руки. И вот, наверное, тот момент, даже, наверное, предназначение, вот мне сказали, вот, руками работать, да. И я вот даже брать сферы бьюти, тоже все руками делала. Да, я любила прически делать, я любила делать макияж. Да, и даже в какой-то период я делала вот из бисероплетения короны. Даже на заказ делала. Успевала все. Ага. И, может быть, время пришло, когда надо людей лечить. Да. Даже некоторые мои клиенты приходят и сразу засыпают. Вот как я прикасаюсь, они говорят, у вас такие теплые руки. И бывает иногда говорят, то, что очень горячие руки, вы какие-то перчатки одеваете, да, термо какие-то вот подогревающие. Я говорю, нет, это мои руки. И, наверное, и дает это спокойствие, когда человек осознанно приходит, да, в свою сферу, свою вот здесь и сейчас. И когда еще руки теплые, когда ты знаешь всю технику прям и погружаешься, успокаиваешь человека, клиента. Я соглашусь с твоими клиентами, потому что я тоже, во-первых, Саина, твои руки. Давай, кроме коруги, еще и делай массаж лица, пожалуйста, да? Да. И, по-моему, эта услуга уже есть у тебя. Да, услуга есть. Но я знаю то, что ты хочешь сейчас уже начать обучение. Сейчас над этим работаю, да, потому что узнаваемость уже как бы знают люди о технике, именно знают ценность этого массажа. И приходят даже с разных улусов, отдаленных улусов, приезжают специально ко мне на массаж. И это было очень для меня, как сказать, то, что действительно я уже на своем месте. Да? Человек прямо приезжает с другого улуса, да? Услышав о моей технике. Очень спроса много стало, и хочется уже делиться своим опытом. Твое самое главное желание на сегодняшний день, что ты хочешь вот, для себя, наверное, больше, какие цели ты перед собой ставишь? Ну, во-первых, моя цель, первоначальная цель — это обеспечить именно будущее своим детям. Дочке уже 18 лет, да, выпускной. И, конечно же, это первоначальная моя цель — обустроить свое чадо, чтобы она как бы Взлетела, да, расправила взлетела, крылья. сделать фундамент очень крепкий, чтобы она взлетела. Вот. И второе — это, конечно, я хочу, чтобы спокойствие, вот эта гармония в человеке везде было, у каждого человека было. Да? Вот я хочу вот делиться. Да? Я хочу, чтобы отдаленные улусы тоже имели доступ к такому массажу. Я хочу именно обучить улусных специалистов, чтобы не приезжали в город, да, было очень комфортно у себя в улусе пройти вот такую технику, да, и вот масштабировать хочу. Спасибо большое, Саина, за твою историю. Знала одну Саину, да, сегодня узнала другую. Так что спасибо за доверие и твою миссию, очень такая благостная. Хотелось бы, чтобы все исполнилось. И мне понравилось, как ты сказала про свою дочь. Да? Вот действительно создать фундамент, чтобы ребенок расправил крылья. Пусть так и будет. Спасибо. Спасибо.